поводу второй, ну, вы видели, вот этот препарат у меня здесь официально зарегистрировано в Россию, Институт питания пришел, как пищевая добавка. Вот ферула это трава, которая при Союзе 7 человек защитили диссертацию, научно доказано, антипаразитарный, антиопухолевый, противовирусный, омолаживающий свойства имеет. А завтра, я уже вам сказал, это камень масла в составе 65 макромикроэлементов, там все составы, там наверху все есть. Вот по поводу санатория. У меня санаторий работает сезонно, 21 марта у нас Навруз, день и ночь одинаковый, расцветает все дерева. Там очень красота и запах, ароматерапия природного происхождения. Много травы, все вот это восстанавливается организм. Потому что сейчас многие будут задавать вопрос, вот эта женщина, она сама врач-инфекционист, привела просто как сопровождатель 85 лет с Санкт-Петербурга женщина, его муж герой Советского Союза, она пришла с свиньей немножко. Я говорю, может она умрет, нет проблем, вот здесь. Но они 2 часа потом подошли, сказали, нам хорошо. Я их кое-что рекомендовал. И они восстановили свое здоровье. Первое, что это воздух, вода, движение. Там родник есть очень хорошо, как Пусковецкий лечит почки в этом плане. А сейчас я немножко буду, если есть вопрос, буду отвечать, если нет, буду по травам говорить сейчас. По травам. Как вы относитесь к такому, сейчас очень модно употреблять витамин D3. Его прописывают абсолютно всем. Вот. Есть такие представления, что он якобы может предотвращать рак или наоборот способствовать ему. Короче, вот что вы думаете по поводу постоянного... Все в мире это полезно. Даже от инъекции витамина В человек умер. Когда переборщит, все в норме есть все. Я просто вам скажу, в России, вот, например, я когда здесь чаи поставлял, у нас на обществе фитотерапевтов, сказали, чем отличается таджикские травы от российских. Я говорю, во-первых, у вас постоянно нехватка солнечной энергии, во-вторых, дождики много смывают микроэлементы, а у нас эффект у нас больше. Тогда чаи здесь продавали по 10 рублей российские, мою по 150. Эффект очень хороший. Вот вы берете огурцы или помидоры, с этой земли, с этой, с другой земли, все равно от состава земли много зависит. Я написал много книг, научился сохранить здоровье, лечиться песком. Вот, например, одна женщина, бедная живет, все лекарства находятся на природе. Я даже знал, что природа, рак груди, семья средства не имеет. Я говорю, вот возьми, у меня аптеки были вот такие, песок красный, голубой и белый. 1 столовую ложку, значит, утром. Сюда кипяток, растворяешь, воду будешь пить, а глину будешь смазывать в рот. Обед красный, вечером голубой глина. Это продается. Через 2 недели все прошло. Все лекарства нужно искать в земле. Единственное, энергетики не хватает, вот когда мы ездили в Индию учиться, Сергей Безруков с нами ездил, Багиров, 100 человек мы ездили в Индию учиться. Вот один человек, он богатый, его сын занимался наркотиками. Он мне закрепил, говорит, забери, там можешь гипноз сделаешь. Мы поехали, абсолютно там у него ломки не было, потому что солнце, окружающее, все, иногда климат, человек меняется, здоровье нормализуется. Вот, поэтому надо периодически входить в лесу, где-то в других местах, общение с природой. Общение много дает. Вот я, например, каждый день у меня дерево есть, больные 10 минут обнимают, от дерева получают энергию. Дерево какое? Дерево какое? Тополь есть, абрикос есть. Там много. Когда придете, посмотрите. Недорого. Сейчас все равно будете задавать вопрос. Всего $400 10 дней. Я здесь в гостинице на Норвегии жил, каждый год платил $50. Не питание, ничего, только проживание. Там лечение, питание, проживание, еще я вас буду учить бесплатно. Будете все народными целителями. Так, вопросы есть? Еще один вопрос можно? Я вот хотел вас спросить, как вы относитесь к пчелам медоносным?
и вот меду. Так, в общем, смотрите, самый хороший лекарство это мед. Потому что я даже занимался при Союзе еще пчелоужаливанием. Взяли больных, поставили. Ну, я на территории своей санатории тоже привез, но так как временно сезонные работы зимой не смотрели, все умерли. Надо смотреть, какой мед, откуда вы получаете. Я, например, там моя методика написана, 1 столовая ложка или 1 чайная ложка 2-3 раза мед. Я абсолютно сахар последние 10-15 лет не употребляю. Половина в магазинах шоколаде, конфеты, я вот с этим аппаратом смотрю, нельзя их употреблять. Различные все. И сейчас, чтобы деньги сделать, вот курица, делать какие-то уколы, все, вот такие это месте ничего вам не дают. Надо натурально то, что есть. Жить по законам природы, будьте долго жить. Так, несколько слов скажу от первого раз начали говорить. Абрикос, вы все знаете, урюк. Так, вообще у меня, можете себе записать, у меня 82 года рецепт есть. Ну, в моей статье «Аргументы, факты» были бабушкинские рецепты, журнал предупреждений, книги мои изданы здесь. Так, взять надо 50 грамм урюка, 50 грамм шиповника, 50 грамм боярышника, 1 столовая ложка семена моркови. Налейте воды, кипятить, 100 грамм пить. У вас сердце будет работать как нормальный мотор. Не нужно кардиомагний, лампанангин, аспаргам, все. Еще раз повторяю, 50 грамм урюк, 50 грамм боярышник, 50 грамм шиповник, 1 столовая ложка моркови семена. От него делит таукарин, лекарство такое. Да. Дальше, насчет урюка. Вы косточки берете, употребляете? Да. Вот надо, бабушки за рецепты тогда мне подарили все свои газеты, номера. Она написала, что она каждый день по 2 косточки вместе употребляла как таблетки. У него сердце восстановится. Косточки. Там сверху, когда косточки, сверху есть оболочка. У нас, когда были, во время войны, другие вещи, люди даже мука не было, от этого делали лепешки и употребляли. Один с Таджикистана привез сюда, это консервный комбинат, как мусор выбрасывает. Он голова соображал, а там очень много кальция. Привез в Россию, компания кофе продавала за $60 000. Они с кофе разбавились, кто это кофе пьет сильный. Там натуральный кальций. Я начал искать даже в Америке от этого делит, у нас мусор выбрасывают. Кальций продают $80. Вот такой, как вот это есть. Поэтому, если человек имеет знания, он может себя защитить, долго жить. Дальше персик. Знаете персик? Вот когда-то мне заказали с Таджикистана привезти лист персиковый. Здесь выпускают алексин, если кто-то принимал. Так, был больной, его звали Олег, он заболел рак, один народный целитель от него делал отвар, дал, он выздоровился. И сейчас алексин продают. Здесь в аптеках повышает иммунитет. Лист, персиковый лист. Не, алексин называется. Препарат алексин, да. Но раньше продавались по 500 рублей, я не знаю, это лет 10 назад флакон. Так, ореховый лист. Вот, например, я чай делаю из лист персика и орехи, как листогонный. Очень хорошо выводит. Грецкий орех, у нас только грецкий орех есть. Так, тутовник, знаете тутовник, шелковица? Вот у нас в Таджикистане один, я его Мичурин назвал, он сделал пересадку, именно хлопок взял с тутовником, соединил на дерево, тутовника вышел хлопок. Скрещивал. В общем, видите, и кокона тоже получается как хлопок. Вот этот человек делал, но его не поддерживали, потому что если на все дерева тутовника будет хлопок,
В мире можно много что-то сделать получать. Поэтому шелковица вот здесь используется при сахарном диабете. Сам по себе шелковица очень хорошо при различных заболеваниях печени. Люди употребляют. Например, у нас долгожители всегда, у нас же сахар такой не будет. Именно шелковица, орех, постоянно у них в рационе будет. Но злоупотреблять не нужно. Вот я в течение последних 2 года балансировка делаю. Сейчас, где я сейчас живу, ну, где я бываю с собой, у меня постоянно есть. Грецкий орех 2-3 штуки употребляю. Миндаль, хурма, как называется хурма? Как он называется? Хурма. Миндаль или хурма? Не, бозор uyumuyor fırışat kıl. Hoca mı diyorum, mayda. Финик. Финики, да. Он очень много в составе йода есть, все есть. И тыквенные семечки. Там очень много цинка. 1 столовая ложка. И урю 4-5 штук я бросаю, кипяток утром. Все. Когда вы научитесь балансировка питания, все ваши проблемы решатся. Вы не будете ходить, не даете лекарства туда-сюда. Поэтому надо людей учить, чтобы они долго жили, не болели. Как вы относитесь ко А вы всему? сказали на рецепт и боярышник, и вся грамм шиповника, семена моркови. А чем вы? Водой? Литр воды добавляйте, будете кипятить, будет компот. Поняли? К овсяной каше как вы относитесь? Геркулесу. Хорошо отношусь. Дальше, давайте смотрите. Вот у вас у многих проблемы с носовым ходом. Я свой практику вам расскажу. Вот когда-то я с Новосибирска поехал в Казахстан, не могу дышать, поехал в больницу, сказали, медсестра ушла, операцию, давайте завтра будем. Вообще дышать сложно, человек уже готов на все. Я пришел, книга Беруни читал, взял лук. Вот это. Кожу очистил, когда начал кипятить здесь вода. Бросил 5 минут закипит, это лук. Взял, разрезал на мелкие куски и смешал в масло и на оба ноздри толкал. В тот конце у меня нос. Хочется я дышал. А то все выше. Мне легче стал дышать. 3 дня сделал без операции нормально. Сейчас у меня боли 3000. Больные, у кого был ринит, гайморит, вот здесь слезной канал входит в нос. Слезотечение ставят, лук обладает рассасывающим эффектом. Просто один лук, а то пойдете потом здесь прокол 9, да, один вот. Раньше у нас хрумкол, различные другие просто взяли печеный лук. Будете кипятить 5 минут. Вот это. Так, я всех вам. Вот то, что я себе делал, что вы сами тоже поняли из моей практики. Я не буду жену ждать, детей ждать, что они меня придут. Вы должны сами, вот хотите 100 лет жить, вы сами должны двигать, сами себе готовы. Возьмете 1 столовый большой ложку льон. Сюда сверху кипяток оставите, до утра он как кисель будет. Будете пить все льоном. Он хорошо чистит почки, и суставы проходят боль. Вот сейчас мне некоторые здесь задавали вопрос, но только не 1-2 дня. 1 месяц надо употреблять. Я сейчас выпускаю кашу для вашего деньги, надо куда вложить. Значит, в составе этой каши имеется льон, отруби пшеничный и мука кукурузная. Вот много больниц, псориазом, все, я говорю, ничего не кушай. Вот 10 дней вода пей, вот эта каша. Приходит, кожа чистая уже. От нашей пищи много зависит. Надо внедрить, если мы любим своего народа. Не надо деньгам, все равно деньги, я вам сказал, я 100 миллионов не мои деньги. И на прах все это ушли. Когда заболеешь, ни жена не нужно будет, ни деньги не нужно будет, только от себя будешь думать, как дожить. Этого. Так, значит, и укроп, семена укроп. У вас вы у себя всегда держитесь. Тоже столовая ложка, туда он, как начинает пить, живот уходит, газы уходит. Вот маленьким детям укроп не вода дают.
И у меня много друзей вот такими животами ходят. Я говорю, месяц попьешь, потом придешь. Потом договоримся. А приходит, говорит, все хорошо. В ресторан, я говорю, в ресторан не пойду. Потому что я сейчас говорю, меня везде приглашают. Когда пойдешь, много кушать, правильно? Это вот это и придешь, заболеешь. Я вам из практики скажу. Вот когда я работал в реанимации, больной поступил, они спорили, он 100 манты съест. 100 штук, да. Я впервые видел на рентгене желудок, опущение желудка ниже пупка, но у нас должен быть выше пупка, на голове это. У него живот вот такой. Но он еле желудок вот такой делает движение. Но он умер. Поэтому не нужно много кушать. Есть сам Адам, утром есть сам, обед пополам, вечером молоком. Но я в реанимацию дежурю, вечером они несут много, а говорю, вечером молчал. Так, ну, примеров очень много, поэтому людей надо учить. Вот это простить то, что я вам рассказывал, будете делать. Все. И наш сейчас смехотерапия. Смеяться можете? Да. Вот я написал книгу, вот у меня смехотерапия в книге есть. Смех продлевает жизнь. Все равно вы будете плакать, вы будете так, лучше будете смеяться, гормоны вырабатываются. И автоматически много ваших болезней уходит. Матан Катария в Индии, помните? Это фантастически. А, вы правы, я тоже это делаю. Так, вот смотрите, я утром как начинаю бриться, да? Все равно начинаю. Есть центр смеха. Человек сам себе должен, это, давайте 3 раза будем смеяться. Громко-громко. А вы знаете, это энергия. И эта энергия дает вам молодость, здоровье и красоту. Мне первые 77, с каждым поделюсь. Все клево. Спасибо Хуршиде за это событие, за то, что у нас Авиценна сегодня через несколько тысяч лет появился. Благодарю. Вот смотрите, я просто когда главврачом работал, одну женщину привели, она плачет, почечная колика. Я его просто гипноз сделал, говорю, сейчас буду считать до 5, буду смеяться. И она ха-ха-ха. Там говорю, как? Боли есть, нет? Боль прошел. Центр смеха есть, центр слезы есть, центр эрекции есть. Понимаете все это? Вот я здесь написал книгу «Сексотерапия». Есть больные, которые только сексом лечатся. У меня в практике, я учился везде, в Питере, много разных, ну, патологии различные, все есть. Вот привела бабушка своего внука, 9 лет. Он на занятии сидит, занимается анализом. Первый ряд, учительница впереди, у него сперма выплылась на его юбке. А его как лечить? Через психику, через сознание. Ясно? Все. Так, давайте, если есть вопросы, танцевать будете или нет? Будем. Хорошо. Так, если вопросы есть, буду отвечать. Да, есть. У вас первая специальность кардиолог, вам сказали. Вопрос какой? При тахикардии какой метод вы, что вы предлагаете? Смотрите, тахикардия, я много реанимации работал, практически тахикардия есть, нарушения экстрасистолы есть, различные. Я сейчас вам давал вот дыхательную гимнастику, вот рецепт, который давал. Можно дыхательную гимнастику восстановить. Мы, ну там капельницы ставили различными препаратами. Я почему переключился на психотерапию? После инфаркта много больных 2 шага делали, я умираю. Страх. Вот поэтому я их вел в состоянии гипноза, внушал. Вот так, как монитор, 10 больных монитор, я их в состоянии гипноза. Потом говорю, я отдыхать на берегу моря все. И давление нормальное, и дыхание. Потом, ну это как наука, сказал, у вас
несчастный случай. Вроде человек спит, сразу у него давление, тахикардия. Во время сна много людей умирают. Происходит реакция. Как не спится, вы должны вставать, ходить, двигаться, танцевать, движением заниматься. А если будете сидеть, голова работает, химические реакции и внезапная остановка дыхания смерти. Поняли, да? В рецепте я вам сказал, дыхательная гимнастика. А просто какой-нибудь метод для предотвращения тахикардии? Вот тахикардия началась, что можно сделать? Я же сказал, дыхательная гимнастика, надавливание на глазные яблоки, на точки различные. Я сейчас упражнения, у меня вообще рассчитано время на 1,5 часа, я немножко другой направление с вами разговариваю. Некоторые упражнения физически тоже покажу, чтобы вы занимались, а потом чуть-чуть аутогенная тренировка, чтобы вы сами себе могли успокоить. Давайте ставьте все некоторые упражнения. Там 100 упражнений есть. Я вам 5-6 упражнений покажу, которые вы должны делать. Вот смотрите, сейчас много здесь мне пришли, проясниться, все. Вот руки так держите и можете 50, можете 100 раз вот такие движения сделать. А что это дает? Ну вы сначала делите, потом что дает, вы сами скажете. 100 раз? 100 раз? Да. Сделаем. Да, но от 10 начинайте, я, например, в среднем 50 раз делаю. Дальше, мы все неправильно спим, когда подрыв позвоночника получается. Вот руки, ниже пупка держите, вот себе поднимите вверх. Раз, выше пупка поставь. Два, выше груди. Три. Раз, два, три. Что дает? Позвоночник подвиг, на место заходит, у вас проблемы сейчас. У меня один час хрустит, уже на место. Поняли? У кого? Если больной позвоночник, это помогает? Очень хорошо помогает. Остеохондроз. Все хорошо помогает. Я выпускал крем Каранги, сейчас нет, он тоже будете мазать. Хорошее питание, все. Все равно вы должны, мне никому не нужно. Каждый сам себе, правильно? Правильно. Так, дальше. Значит, много вы говорите колени вот так. Держите 10 раз. Направо. Вот. 10 раз налево. 10 раз вперед, назад. Нарушение именно в суставах. Вот так надо ходить. Боковой. На внешней стороне стопы на внутренней. Перепиши текст. Так, направо. Право, налево. У кого советка? Я некоторые упражнения сейчас. Так, значит, как белый медведь. Белый медведь, правильно. А так как что? Яблочко по тарелке. Ну, иногда головокружение может остановиться. Так, следующий. Давайте вот так проснулись. Вот утром надо сильно вот так делать, чтобы сильно нагреться. И между пальцами. И громко кричать. Вот такие удары. Здесь жмут активные почки. Так, самомассаж. Сам себе помогай. Вот. Это в бане хорошо.
Пиздец хорошо тоже. Ноги снизу вверх. Да. Так, затылок, вот так держите, сильно. Сразу головные боли проходят. Так, вот так, два пальчика за уши. Так, на ушной раковине 80 активные точки есть. Вот руки так держите, 10 раз вперед, 10 раз назад. Сделайте? Fine. Здесь много. Вот так держите и наши старушки вот так начали делать и активно. Как меня не снимай, слушай. Массаж головы. Прическу попортил. 10 раз впереди, назад, ничего. Волосы видите. Чтобы машины не были, вот так руку проводите. Это обычно женщины любят такое упражнение. За ушко встав, да, надо? За ушко. Так, с годами мышцы высыхают, жвачка больше 3 минуты нельзя. Своим внукам, детям рассказать. И вот упражнение, рот налево, направо, все. Поворачивайте язык вверх него. У кого лагоневроз, кто-то меня сегодня здесь спрашивал. И зов. Надо как собака воду пьет. Вот. Нет у меня дома. Сильно. Здесь сразу идет сокращение всех групп мышц. Сильно. Блестяще. Эйнштейн отдыхает. Скажите, пожалуйста, а какие травы... Эйнштейн отдыхает, говорю. Эйнштейн отдыхает. Да. А можно спросить, вот волосы, ногти, травы? Спасибо, доктор. Спасибо, доктор. Занимайтесь свой здоровье. Обязательно. Телефон запишите. Будем здоровы. Товарищи, используйте время. В прошлом году, сейчас, в прошлом году, ну, 20 лет, в октябре, по-моему, генерал-майор приехал в Таджикистан на консультацию. Я вот полчаса его консультировал. Я сейчас вам... Можно спросить, травы, волосы, ногти? Укрепление волос. Для укрепления волос, падение ногтей. Что нужно делать? В общем, смотрите, я, например, вот у нас в санатории мы даем первые наши блюда из наших растений. Все. Поэтому сезонной работы там по дороге есть, крапива есть. Для волос есть шампунь с крапивой, да? Вот наши женщины, предки как, один раз в неделю, 2 раза мыли голову, один раз мылом, хозяйстве, один раз кефиром смазывали все это. Но можно, если выпадение, взять лук, растирание сделать на месте, все. Перцем можно растирание сделать. Но здесь много. В чистом виде? Да. Можно это на слово скажу? У меня был случай, когда волосы просто стали падать вот так, что утром я вставала, потому что вся в волосах. Я знаете, что сделала? Натирала лук на терке и делала маску на голову. Кашицей. Да, прям кашицей, прямо вот всю голову. Надевала тот самый шашок. Держала час, там, полчаса, сколько могла. Видите, сколько у меня сейчас волос? И потом шампунь.
Нет, просто, да, конечно, да, шампунь поможет. Будет пахнуть. Давайте, чтобы каждому я индивидуальный разговор. Вот смотрите, здесь много мужчин. Так. Ребята, Давайте слушаем. Космосом, между прочим, один космонавт, когда она организовала мою вечер, творческий вечер, помните, я сейчас Захар, с космоса, он говорит, перед я в замке в космосе. Это по поводу замка. Так. Мне кажется, можно этому поаплодировать, на самом деле. Никакого человека передают привет из космоса. Спасибо. В общем, я уже хотел что-то прибыли немножко. Да, вечер. Так. Мужчин, да. Вот, хорошо, что. Значит, всем мужчинам, чтобы вырабатываться сперматозоиды, я написал книгу «Лечение бесплодия», сексотерапия бесплодия. Надо здесь свиной жир использоваться, сало. Вот в Таджикистане много сала не пользуются, баранины жир. Берешь килограмм свежий, разрежешь на куски, но там число что-то здесь, каждый утром 25 грамм. Жире, сейчас задал вопрос, как снизить холестерин. Холестерин нужно организму. Если холестерин нет, то сперма не вырабатывается. Второй. Есть фасол красный. От него делят лекарство, называется спермоактив. Продается 5000, а фасол стоит 200 рублей. Возьмете килограмм фасола, и вот это кусок этих месяцев будут принимать активность сперматозоиды повышаться. Варить ее надо? Варить. Так, посмотрите. А женское здоровье как продлить таким образом и менопаузу отдалить? Вот смотрите, я когда-то институт в Питере был, конгресс по онкологии, так, Семигалазов институт. Я ему задал вопрос, ваши больные занимаются сексом, любовью? Он сразу говорит, вот тема докторских, кто хочет делать. Любовь продлевает жизнь.